районной администрации состоялся штаб по подготовке к отопительному сезону. Присутствовали ресурсоснабжающие организации и управляющие компании Сосногорска, представители бюджетных организаций. Председателем выступила заместитель руководителя администрации, начальник управления ЖКХ Виктория Гоголева. Представитель Сосногорской тепловой компании сообщил, что из 6 котельных 4 подготовлены на 100%. Остаются 2 в Воевоже и Усть-Ухте. Общий объем готовности 95%. По замене тепловых сетей в этом году у нас планировалось заменить 370 метров. На данный момент выполнено 330 метров, то есть 87%. Заканчиваем работы на тепловых сетях и приступаем к сетям холодного водоснабжения. У нас по плану 800 метров к замене, 300 метров выполнено. Представитель управляющей компании «Эконом» Юрий Угаров отчитался по готовности к отопительному сезону в Воевоже. У нас получается, в связи с тем, что у нас 4 ТСЖ закрыто, мы в срочном порядке проводим общее собрание. То есть у нас выпадают муниципальный жилой фонд, это 4 дома по Печорской и 5 домов по ТСЖ «Надежда». Вот. Наш руководитель на собрании берет эти дома на свое обслуживание. Так что остальные дома все опрессованы, то есть ведется работа, отчет мы вам предоставим. Обсудили на штабе не только общие вопросы, но и проблемы по конкретным адресам. Так, например, во дворе дома 25 в 6-м микрорайоне после работ, проведенных водоканалом, остались недоделки. Посредине между 2-м и 3-м подъездом проводились работы. Асфальтовая... По канализации там, по-моему, что-то. По канализации, да. Колодец не восстановлен, кусок дворовой территории заасфальтировали и все. Не асфальтированную территорию не разровняли, все течет под дом, там уже отмостка уже проваливается. Представитель водоканала объяснил, что сейчас горячая пора, и в первую очередь работы направлены на подготовку сетей. На благоустройство не всегда хватает сил и времени. Но в данном случае недоделки они постараются устранить в ближайшее время. Виктория Гоголева заверила, что проконтролирует разрешение ситуации. О подготовке к отопительному сезону доложили также сотрудники бюджетных учреждений. Отличились Центральная районная больница и отдел физкультуры и спорта. Практически все их объекты готовы к новому сезону. Все проблемные вопросы были внесены в протокол и взяты в работу. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский центр коми и национальных культур готовится к новоселью. Практически завершен ремонт в помещении, где разместятся представители городских национально-культурных автономий. Центр находится в 6-м микрорайоне. Здесь расположатся немецкое и казачье общество, национальное объединение чувашей, белорусов и украинская диаспора. Сегодня меня переполняют чувства. Мы пришли в 6-й микрорайон, который выделили помещение для Центра национальных культур. Очень ждали, и сегодня здесь кипит работа. Город наш многонационален, в нем проживают более 70 наций и народностей. Поэтому, конечно, это надо, то, что вот было сделано. На этаже 7 комнат, 5 кабинетов, конференц-зал, гардеробная. Ранее здесь располагались различные учреждения. Нынешние же хозяева получили это помещение благодаря проекту «Народный бюджет». Капитального ремонта не требовалось, косметический начался в июне. Старые оконные блоки поменяли на новые пластиковые окна, также поменяли светильники на энергосберегающие, светодиодные, приклеили обои, протянули полы, чтобы не скрипели, частично поменяли линолеум в тех помещениях, где это требовалось. Также провели профилактику кровли, произвели герметизацию стыков, примыкания. 6 августа – срок окончания работ. Сотрудники обновленного центра вместе провели генеральную уборку. Места теперь хватит всем, ведь те помещения в Сосновском переулке, в котором располагалось учреждение до этого, также остаются за ними. Самое время строить большие планы на дальнейшую работу. Будут создаваться новые клубные формирования для детей, для молодежи, познавательные, чтобы люди знали культуру Беларуси, Украины, чувашей, казаков, коми-культуру. Будут проводиться здесь выставки, праздники, народные праздники. Также хотим создать кружок народной игрушки.
Расположение центра сотрудники считают удачным. Поблизости детский сад и школа, а досуговых учреждений в районе как раз не хватало. Теперь молодежь и взрослые смогут посещать увлекательные мероприятия, приобщаясь к многонациональной культуре родного края. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Юные жители Сосногорска пережили позитивное приключение. Игровая программа с таким названием прошла на этой неделе для городской молодежи на площади Дома детского творчества. Юношам и девушкам были предложены различные задания на силу, сноровку и смекалку. На тематических станциях ребята вспоминали песни о временах года, складывали фигуры из спичек, поражали цели из большой рогатки и выполняли другие задания. Эта игра у нас состоялась в рамках муниципальной программы «Доброе, полезное, интересное лето». Целью игры в первую очередь была это досуговая деятельность ребят во внеучебное время, точнее вот сейчас в летнее. Также во время игры мы формировали у ребят коммуникативные качества, творческие, конкурентные способности у ребят, мышление, логика. То есть на каждой станции ребята показали себя максимально хорошо и практически все свои качества раскрыли. Летом большинство юных сосногорцев проводят время на улице, но не всегда игры остаются без последствий для облика города. Например, площадка в 6-м микрорайоне пострадала от рук неизвестных художников. Очевидно, родители еще не привили им правила поведения в обществе. Именно для того, чтобы направить энергию подрастающего поколения в созидательное русло, и существует муниципальная программа «Доброе, интересное, полезное лето». В настоящее время она еще продолжается, а значит, впереди у сосногорской молодежи еще много летних приключений. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.